Алексей Ласурия был одним из ярчайших представителей абхазской поэзии XX века. Основной этап его творчества относится к 50-м годам прошлого столетия. Алексей Ласурия увлекался поэзией с самых ранних лет. Он писал в разных жанрах – стихи, поэма, рассказ, повесть, пьеса. Однако его талант больше всего проявился в поэзии. Стихотворения Алексея Ласурия отличаются глубиной лирического самовыражения. Практически в каждом произведении автора отражаются его душевные переживания. Особое место в творчестве писателя занимала тема любви к Абхазии. Патриотические чувства, его безграничная любовь к родине отразилась в стихах «Люблю я Абхазию», «Почетный гость» в поэме «Юбилейная». Особое место в поэзии Алексея Ласурия занимает любовная лирика. Многие произведения поэта автобиографичны, в них отражена судьба самого поэта. В стихотворении «Мое богатство» герой говорит о своем тяжелом детстве. Тем не менее, наиболее ярко и масштабно его творческие возможности раскрылись в таких поэтических сборниках, как «Голос сердца», «Незабываемое», «Мое добро», «Я и весна». Он внес действительно выдающийся вклад абхазской современной лирики. Печатался широко в молодые годы в Москве. Тогда не так легко было на страницах газеты «Правда» публиковать стихи. А его имя там часто появлялось. Был любимцем друзей. Когда его не стало, Фазиль Искандер, его ближайший друг, написал очень яркие строки. «Никогда не думал я, Алеша, жизнь твою со смертью рифмовать». Алексей Ласурия был человеком незаурядных творческих способностей. Представители абхазской интеллигенции говорят о нем как о человеке необычайно смелом и сильного духом. В своих произведениях поэт часто воспевал мирную жизнь, желая, чтобы не было войны. В 50-е годы он открыто выражал свой протест сталинскому режиму, писал письма и статьи, пытался доносить правдивую историю нашего народа. Алексей Ласурия всегда излучал добро, ему удавалось поднять дух народа в самые тяжелые для страны времена. Именно за это его многие и любили. Был любимцем народа, куда бы ни приезжал Алексей Ласурия, в глубокую деревню абхазскую, в городах, везде его встречали с радостью, с распростертыми объятиями. Это был, можно даже и сравнить его с Маяковским. В какой-то мере стиль, манеру Маяковского он очень удачно и колоритно внедрил в систему абхазского стихосложения. Алексей Ласурия родился в 1927 году в бедной крестьянской семье в селе Кутол. Несмотря на материальные трудности, после школы он сумел окончить Сухумский техникум, затем продолжил учебу в Москве. В 1953 году, вернувшись на родину, начинает работать в газете «Обснобщ». Алексей Ласурия ушел из жизни рано, ему было чуть больше 30, но его поэтическое слово продолжает жить. Литературное сообщество Абхазии планирует издание однотомника Алексея Ласурия на 2 языках. Зария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.